Дорогие ребята, вот и провожаем мы годы литературы. Были у нас встречи с писателями, с любимыми книгами. А сегодня мы с вами окунемся в атмосферу литературы XIX века, золотой века литературы. И сегодня у нас бал литературных героев. Вам слово, ребята. Извольте, княгиня Волконская на бал. И вот с Красной площади, мимо исторического музея и Манежной площади, на Тверскую, на главную улицу Москвы. Это улица Парадная. Это улица особняков, знати, церквей и монастырей. Стоп, Тверская, 14. Когда трепещут эти звуки и дразнит ноющий смычок, слагая на коленях руки, сажусь в забытый уголок. И как зари румянец дальний, и дней былых немая речь, меня пленяет вихрь бальный и шевелит мерцание свеч. О, как ничем неукоротимо уносит юности былой, вблизи порхающая мимо кружение пары молодой, однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальсы вихрь шумный, что-то мелькает за читой. Жаль, что мы, дети 21-го столетия, не видели настоящего бала. А ведь так хочется оказаться в праздничном зале, в легком белом платье, ловить на себе восхищенные взоры, внимать равномерному шуму голосов, приветствий, оказаться в свете и блеске веселого общества. А ведь такое возможно. Давайте перенесемся в эпоху 19-го столетия и побываем на балу литературных героев. Открылся бал, кружась летели четы молодые за читой, одежды роскошью блестели, а лица свежей красотой. И вот полна народу зала, музыка уж греметь устала, и всем страстям не перевес танцуют пары полонез. Милостивые государыни и милостивые государи, мы рады приветствовать вас на нашем балу. Традицию собирать всех дворян, чиновных особ, известнейших купцов, корабельных мастеров, с женами и детьми, для танцев галантных, разговоров, упражнений и пляски вел император Петр Алексеевич, и было велено дать им название ассамблеи. Далее стали именоваться как балы. Средь шумного бала, случайно, в тревогах мирской суеты, тебя я увидел. Но тайно твои покрывала черты, лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. Дамы и господа, прошу приветствовать Пушкина и его жену Наталью Николаевну. Наталья Николаевна – очаровательное создание, но очень трудную предстояло ей нести судьбу. Она жена величайшего поэта России. Ей, Наталье Гончаровой, поэт посвятил стихотворение «Мадонна». Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, взирая важным суждением знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зрителем, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель о нас величием. Он с разумом в очах взирали, кроткие в условии и в лучах. Одни, без ангелов, под пальмой Сиона, исполнились мои желания, Творец. Тебя мне не спасла, тебя, моя Мадонна, чистейшие прелести, чистейший образец. На холмах Руся лежит ночная мгла, шумит арат накрытым мною, мне грустно и легко, печальная светла, печальная волна тобой, одной тобой, уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце мной горит и любит от того,
будто не любить оно не может. Часы, одинокие ночи, люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселые плечи, и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Во дни веселья и желаний я был от бала без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. Проходят годы, новые танцы появляются и исчезают, но по-прежнему звучит вальс. При слове вальс мы представляем великосветские балы и роскошные дворцы. Однако по происхождению вальс отнюдь не аристократический танец, а самое что ни на есть просто народный. Однако всеобщее признание пришло не сразу. Некоторые люди находили движение вальс неприличным. Виданное ли дело, чтобы кавалер при всех обнимал барышню за талию и прижимал к себе? Во дворцах немецких гайзеров вальс был под запретом до 1988 года. Россия недолюбливала этот танец Екатерина I, а сын ее, Павел I, велел опубликовать полицейское предписание, запрещавшее употребление пляски вальсом именуемым. Так, из деревеньки, где незатейливый оркестр, наигрывая простенькие мелодии, вальс приобрался в богатые дома. Пусть проходят года, все равно никогда не составится вальс. Мазурка раздалась, бывало. Когда гремел мазурки гром, в огромном зале все дрожало. Паркет трошал под кругом, трясался ты бежал рам. Теперь не то, и мы, как дамы, скользим по лаковым доскам. Итак, встречайте героев Александра Сергеевича Пушкина, Евгения Онегина и Татьяну. Уже ли она, но точно нет, как из глуши степных селений? Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. А кто же она? Жена моя. Так ты женат, не знал ни ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? На Лариной. Татьяне? Ты ей знаком? Я им сосед. Вот так пойдем же. Давно ли здесь, из наших ли краев? Давно. Предвижу все вас оскорбить. Печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Когда вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом все ясно, смирять волнение крови, желать обнять вас с колени, и зарыдав у ваших ног, и слить мольбы, признание пение, все, что выразить может. Довольно. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду Валерина судьба свела, и там смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли? Вам была не новость, смиренной девочки любовь. Нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. А нынче, что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом вы чувства мелкого рабом? А счастье было так близко, так возможно, но судьба моя уж решена. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод всегдами вытерпеть сумел. Возвышенная и необыкновенная любовь Вареньки и Лермонтова. Они встречались на балах, танцевали. Всю свою жизнь только Варвару Лопухину любил Лермонтов. Если не хотите танцевать, идемте. Я думала, я буду танцевать с вами, Мишель. Да, знаю. И потому, вероятно, у меня отпала охота танцевать. Чужой воле не поддаюсь, как пружина на давление, которое необходимо распрямиться, даже если желания наши совпадают. Какой уж характер. Я знаю, такой вы чудак. Это в сторону. Я вообще с вами мало танцевал. А теперь и вовсе мне трудно на это решиться.
А чего же, разве вы не стремились танцевать с Сушковой или Ивановой? Кстати, они здесь когда-нибудь увлекались? Да, танцы — игра, учение тоже. Но кто вам сказал, что я ныне вам не увлекаюсь? А стихи? Стихи тоже, стихам рознь. И стихи игра? О, нет, в стихах я весь. Она не гордой красотою лишает юношей живых, она не водит за собою толпу вздыхателей немых. И стан ее, не стан богини, и грудь волной не встает, и мне никто своей святыни и вам в земле не признает. Это Пушкин. Это не Пушкин? Мои. Когда любят стихами, не знаешь, где говорит любовь, а где вдохновение. Что, конечно, чудесно, но до меня это не относится. Я к вам пишу, случайно, право, не знаю как и для чего. Я потерял уж это право, и что скажу вам? Ничего, что помню вас, но, Боже, правы, вы это знаете давно. И вам, конечно, все равно, и знать вам также нет нужды, что я, где я, в какой глуши. Душой мы друг другу чужды, да вряд ли есть родство души. Страницы прошлого читая, их по порядку разбирая, теперь остынувшим умом разуверяюсь я во всем. Смешно же сердцем лицемерить перед собой столько лет, добром еще морочит свет, да и при том, что польза верит тому, чего ж больше нет. Безумно ждать любви заочной, наш век сочувства лишь на срок, но я вас помню, да, и точно, я вас забыть никак не мог. Я верю под одной звездой, и с вами были рождены. Мы шли дорогою одною, нас обманули те же сны. Но что ж, от цели благородной оторван бурью страстей. Я позабыл в борьбе бесплодной предание юности моей. Предвидя вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать, боюсь предательскому звуку мечту напрасную верять. Так точно, вот она. Теперь между 1000 других я узнаю ее. О, ты не убежишь. Я вас не убегаю. Чего хотите вы? Вас видеть. Мысль смешна, я перед вами. Это шутка злая. Цель твоя шутить, но цель моя другая. Если мне небесные черты и сердце не откроешь ты, то я сорву в коварную личину. Я силою. Поймите же мужчину, вы недовольны, мало вам того. Что, я люблю вас? Нет, вам хочется всего. Вам надо честь мою на поругании, что, встретившись со мной на баре гулянии, могли со смехом рассказать друзьям смешное приключение, и, разрешая их сомнения, примолвить, вот она, и пальцем показать. Я вспомню голос твой. Пожалуйста, женщин говорят все голосом таким, вас пристыдят, лишь адресуйтесь только, и это было бы не входа. Мое счастье я не помню. Я, может быть, должен судьбу благословлять за то, что маску не хочу я снять. Вы хотите испугать, но зная прелести твоих лишь половину, как остальных не отгадать. Прощай, навек. О, еще мгновение. Нет тебе безумца сожаления. Вы правы, жаль мне вас. Возьмите мой браслет. Дело. Первый бал Наташи. Разве не замирали мы вместе с ней в отчаянии, что никто не пригласит ее танцевать, и не улыбались, благодарные князю Андрею, будто он не Наташу, а вас кружил в танце? Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, не видят меня? А ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: «А, это не она, так и нечего смотреть». Нет, это не может быть. Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую, и как им весело будет танцевать со мною. Вы всегда танцуете. Здесь моя протеже с Ростова. На алтарь пригласите ее. Где? Виноват. Виноват. Мы этот разговор продолжим в другом месте.
Отчаянно замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая. Позвольте представить мою дочь Наташу. Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня. Давно я ждала тебя, как будто сказала эта испуганная, счастливая девочка своей просиявшей заготовок слез улыбкой, поднимая руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее бальных атласных башмачка быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. Люблю и лес, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой шипение пенистых бокалов и пуджи пламен огневой. И вновь музыка зазвучала, вся публика сидеть устала, и в вихре вальса загружаясь, в наш век вернемся мы опять. И до новых встреч! Но мы, пятиклассники, только начали знакомиться с великими писателями. Мы говорим «Здравствуйте!» Великое достояние России в литературе. В вечных вопросах «Как жить?», «В чем смысл жизни?», «Что значит любить и дружить?». В этих вопросах нам помогут разобраться наши любимые книги и их герои. Литература – это учебник жизни. По ней мы будем учиться сдавать экзамены с названием «Жизнь». Это нам помогут наши литературные герои. Любите книгу, она облегчит вашу жизнь. Никогда не забывайте эти слова. И все уверен я в простом, любой из вас взял с полки том. Не может зову мира книг не подчиняться. И вот, глядишь, увелетив, другую жизнь ощутив, чужие чувства и закроет я страницы. Иногда, когда устанешь, чтобы вечер скоротать, книгу с полочки достанешь и начнешь его читать.
Там, как в сказке, все чудесно. Лица, люди, города. Много умного узнаешь, много знаний обретешь. А когда читать устанешь, тихо ляжешь и уснешь. Дорогие ребята, вот и провожаем мы годы литературы. Были у нас встречи с писателями, с любимыми книгами, а сегодня мы с вами окунемся в атмосферу литературы XIX века, золотой века литературы. И сегодня у нас бал литературных героев. Вам слово, ребята. Извольте, княгиня Волконская на бал. И вот с Красной площади, мимо исторического музея и Манежной площади, на Тверскую, на главную улицу Москвы. Это улица Парадная. Это улица особняков, знати, церквей и монастырей. Стоп, Тверская, 14. Когда трепещут эти звуки и дразнит ноющий смычок, слагая на коленях руки, сажусь в забытый уголок. И как зари румянец дальний, и дней былых немая речь, меня пленяет вихрь бальный и шевелит мерцание свеч. О, как ничем неукоротимо уносит юность и былой, вблизи порхающая мимо кружение пары молодой, однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальсы вихрь шумный, что-то мелькает за читой. Жаль, что мы, дети 21-го столетия, не видели настоящего бала. А ведь так хочется оказаться в праздничном зале, в легком белом платье, ловить на себе восхищенные взоры, внимать равномерному шуму голосов, приветствий, оказаться в свете и блеске веселого общества. А ведь такое возможно. Давайте перенесемся в эпоху 19 столетия и побываем на балу литературных героев. Открылся бал, кружась летели читы молодые за читой, одежды роскошью блестели, а лица свежей красотой. И вот полна народу зала, музыка уж греметь устала, и всем страстям не перевес танцуют пары полонез. Милостивые государыни и милостивые государи, мы рады приветствовать вас на нашем балу. Традицию собирать всех дворян, чиновных особ, известнейших купцов, корабельных мастеров, с женами и детьми, для танцев галантных, разговоров, упражнений и пляски вел император Петр Алексеевич, и было велено дать им название ассамблеи. Далее стали именоваться как балы. Средь шумного бала, случайно, в тревогах мирской суеты, тебя я увидел. Но тайно твои покрывала черты лишь очень печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. Дамы и господа, прошу приветствовать Пушкина и его жену Наталью Николаевну. Наталья Николаевна – очаровательное создание, но очень трудную предстояло ей нести судьбу. Она жена величайшего поэта России. Ей, Наталье Гончаровой, поэт посвятил стихотворение «Мадонна». Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, взирая важным суждением знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зрителем, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель о нас величил. Он с разумом в очах взирали, кроткие в условиях и в лучах. Одни, без ангелов, под пальмой Сиона, исполнились мои желания, Творец. Тебя мне не спасла, тебя, моя Мадонна, чистейшие прелести, чистейший образец. На холмах Руся лежит ночная мгла, шумит арага предо мною. Мне грустно и легко, печальная светла, печальная волна тобой, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Часы одинокие ночи, люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселые плечи, и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Во дни веселья и желаний я был от бала без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. Проходят годы, новые танцы появляются и исчезают, но по-прежнему звучит вальс. При слове вальс мы представляем великосветские балы и роскошные дворцы. Однако по происхождению вальс отнюдь не аристократический танец, а самое что ни на есть просто народный. Однако всеобщее признание пришло не сразу. Некоторые люди находили движение вальс неприличным. Виданное ли дело, чтобы кавалер при всех обнимал барышню за талию и прижимал к себе? Во дворцах немецких кайзеров вальс был под запретом до 1988 года. Россия недолюбливала этот танец Екатерина I, а сын ее, Павел I, велел опубликовать полицейское предписание, запрещавшее употребление пляски вальсом именуемым. Так из деревеньки, где незатейливый оркестр, наигрывая простенькие мелодии, вальс приобрался в богатые дома. Пусть проходят года, все равно никогда не составится вальс. Мазурка раздалась, бывало. Когда гремел мазурки гром, в огромном зале все дрожало. Паркет трошал под куком, трясался ты бежал рам. Теперь не то, и мы, как дамы, скользим по лаковым доскам. Итак, встречайте героев Александра Сергеевича Пушкина, Евгения Онегина и Татьяну. Уже ли она, но точно нет, как из глуши степных селений. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Так кто же она? Жена моя. Так ты женат, не знал ни ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? На Лариной. Татьяне? Ты ей знаком? Я им сосед. Вот так пойдем же. Давно ли здесь, из наших ли краев? Давно. Предвижу все вас оскорбить. Печальное тайное объяснение, какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Когда вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом все ясно, смирять волнение крови, желать обнять вас в колени, и зарыдав у ваших ног, и слить мольбы, признание пение, все, что выразить может. Довольно. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду Валеина судьба свела, и там смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли? Вам была не новость, смиренной девочки любовь. Нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. А нынче, что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом вы чувства мелкого рабом? А счастье было так близко, так возможно, но судьба моя уж решена. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана.